Здравствуйте, это программа «Интервью», и я ее ведущий Даниил Байков. И у нас в гостях первый заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев. Иван Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия были проведены в период майских праздников? Традиционно майские праздники у нас начинаются с 1 мая, Дня весны и труда. Субботники проводились в мае у нас. И, конечно, 1 мая мы поздравили на площади перед мэрией Уфы наших жителей с этим праздником. Традиционный праздник, который устоялся у нас в стране. Поэтому, когда-то проводили демонстрации. Сейчас мы понимаем, что публичные массовые мероприятия не приветствуются, но таким образом мы все-таки поздравили наших жителей. Ну и, конечно, 80-летие Великой Победы. Мы с депутатами посетили парад на Красной площади. Почему традиционно не посетили парад в Уфе? Потому что угроза от Зеленского и от украинской власти, она именно исходила в сторону парада на Красной площади. Но эти угрозы были купированы успешно. И Россия еще раз показала, что она не изолирована. Приехали все лидеры крупнейших государств, в том числе Си Цзиньпинь посетил парад на площади Победы. К сожалению, индийский лидер в силу объективных причин обострения с Пакистаном не смог посетить это великолепное масштабное мероприятие. Поэтому, конечно, мы и в партийном кругу также поздравили своих однопартийцев, тех, кто является соратниками партии ЛДПР, старейшей партии в истории современной России. Нам, кстати, в прошлом году исполнилось 35 лет. 35 лет мы стоим на защите законных прав и интересов наших граждан. К сожалению, наш лидер Владимир Вольфович ушел, и в том числе у него был день рождения 25 апреля. В Уфе мы проводили турнир памяти Владимира Жириновского по настольному теннису, который проводится ежегодно. Мы, в частности, проводили его 2-й раз, и 3-й раз этот турнир будет уже посвящен 80-летию. Вы знаете, что Владимир Владимирович Путин сделал, можно сказать, подарок партии ЛДПР в преддверии предстоящих выборов в Госдуму. Владимиру Вольфовичу исполняется 80 лет 25 апреля 2026 года, в сентябре выборы. И, собственно говоря, все это время будут проходить события, посвященные памяти основателю либерально-демократической партии ЛДПР. Буквально на днях собирался оргкомитет под руководством Вячеслава Викторовича Володина, на котором были обозначены уже мероприятия различные. Также мы будем проводить, конечно, и по всей стране, в том числе в Башкирии, свои мероприятия, которые посвящены Владимиру Вольфовичу Жириновскому. И, конечно, хотелось бы, чтобы здесь у нас, в Уфе, появилась улица в его честь. Он здесь бывал, он любил Башкирию, очень любил башкирский мед, кумыс. Как вы знаете, сам он из Казахстана, из города Верного, Алматы. Поэтому оттуда еще и с детства, наверное, вынес эту любовь к кумысу. Я ему постоянно его привозил. Являлся почетным профессором Башкирского государственного университета. Когда сюда приезжал, мы даже ходили с ним на матч с участием Салавата Юлаева. А какие мероприятия, вы говорили, посвященные Владимиру Вольфовичу, будут в Уфе? В Уфе? Да. Во-первых, это уроки, посвященные памяти Владимира Вольфовича, где наши депутаты, наши активисты по всей республике, наши координаторы будут рассказывать о судьбе Владимира Вольфовича, пути становления его. Конечно, это будет также турнир традиционный. Мы хотим его все-таки распространить на все ПФО, хотя это, понятно, очень затратно. Но между тем, в честь юбилея, мы считаем, что это можно сделать.
Конечно, мы хотели бы провести автопробег. К сожалению, в этом году нам было отказано в этом. Но надеемся, что вот в ближайшее время это все согласуется. Ну и по всей стране называют библиотеки, корабли. Будет брендированный поезд метрополитена, поезд, который принадлежит РЖД, курсировать по всей стране. Ну и сейчас мы, собственно говоря, занимаемся тем, что согласовываем все мероприятия, которые будут проходить в течение всего этого времени, собственно говоря. Мы считаем, что человек достойный, поэтому сделаем все, чтобы о нем узнало как можно больше людей. А говоря о работе законотворческой деятельности, депутаты от ЛДПР, какие поправки к законам, какие законы были приняты в конце апреля, вот в начале мая? Расскажите о законотворческой работе. Работа депутата, в первую очередь, это работа с людьми. Потому что из окна автомобиля, из окна служебного кабинета, ты не видишь те проблемы, которые есть у людей. И законопроекты, соответственно, законотворческие инициативы, они получаются оторванными от жизни. Мы не занимаемся хайпом, как некоторые депутаты. Вы слышали, там много инициатив. ЛДПР идет по-другому. У нас работает законотворческий совет, в который также вхожу и я, и мы, то есть, занимаемся реальными проблемами. Многих участников специальной военной операции, в частности, возмущает наличие огромного количества непонятных наград, как правило, на груди у также непонятных людей. И вот не так давно мы внесли законопроект о введении ответственности за ношение вот подобного рода фальшивых наград. Потому что людям обидно. То есть люди приходят с орденом мужества, смотрят на какую-то девочку, которой, там, извините, 20 лет, а у нее весь пиджак усеян орденами и медалями непонятного происхождения. Это надо заканчивать, такие вещи. Я понимаю, что, может быть, это красиво, но все это должно быть все-таки заслужено. И это умаляет вес тех настоящих, заработанных потом, кровью, а то и ценой собственной жизни наград. Поэтому вот эти вопросы также поднимаем. Мы постоянно ведем прием граждан. И, собственно говоря, люди к нам обращаются совершенно с разными вопросами. В частности, это процессуальный футбол, так называемый. Я имею в виду в уголовно-правовой плоскости. То есть, когда человек обращается с заявлением, дело возбуждают, потом прекращают, потом опять срок уходит привлечение к ответственности. И потерпевший оказывается ни с чем, а тот, кто виновен, он фактически не несет никакого наказания. Это неправильно, потому что мы, как правило, не помним о правах потерпевших. Эту ситуацию надо менять. Мы разговаривали на эту тему с Татьяной Николаевной Москальковой, уполномоченным по правам человека. Буквально вот на днях я с ней встречался. Будем этим вопросом также заниматься. Кроме того, мы понимаем, что не всегда законопроекты именно ЛДПР принимаются, но концептуально бывают законопроекты схожие. В частности, вот и мы, и правительство внесли там законопроект по борьбе с большевиком. Там будет принят, понятно, что правительственный, но в принципе и в целом, то есть это схожие законопроекты. Поэтому, кроме всего прочего, партия ЛДПР вносила законопроект о свиданиях с близкими родственниками, которые сейчас только с разрешения следователя, в частности, происходят, чтобы этого можно было избежать, потому что зачастую, бывают и недобросовестные правоохранители, которые с помощью вот этого механизма, они отказывают в свидании с женой, с детьми. И это тоже такой механизм нехороший, потому что он разрывает социальные связи. И вот законопроект, я надеюсь, пусть не такой, как у нас, но мы первые подняли эту тему, будет принят, я думаю, до конца этой сессии. Это очень важно. Хотя это касается уже
тех людей, которые совершили какой-то проступок. А вот какая была работа проведена сторонниками и членами партии регионального отделения в Башкортостане? Вообще, сила партии ЛДПР и, собственно говоря, причина ее долголетия заключается в том, что мы, в отличие от других партий, не работаем от выбора к выборам, как вы можете заметить. То есть много партий, которые появляются только перед выборами, и их совершенно не видно. Мы постоянно проводим приемы граждан, постоянно проезжаем всю республику. Это касается всех субъектов и в целом всех наших депутатов, наших координаторов. И, конечно, немаловажно, я уже выше это говорил, это общение с людьми в первую очередь. Потому что только общаясь, встречаясь с людьми, можно понять и выявить те проблемы, которые у них есть. И, конечно, их решить. Вот этим занимаются как раз наши активисты, сторонники партии. Вот прошла экологическая неделя у нас. Наши активисты выезжали на Аслыкуль. Мы знаем, что озеро в печальном состоянии на самом деле. Хотя это жемчужина не только Башкирии, но и в принципе России. Этим надо вопросом заниматься. Тот человек, который возглавлял у нас экологическое крыло партии, а это Евгений Владимирович Марков, он настолько успешно возглавлял экологическое крыло ЛДПР, что сейчас стал замминистра экологии и природопользования. Вот. Мы эту работу будем продолжать, потому что мы хотим, чтобы наши люди дышали чистым воздухом, пили чистую воду и питались экологически чистыми продуктами. И было не стыдно перед потомками за то, что мы им оставим все-таки. Это очень важно. И вот у меня в связи с этим такой призыв все-таки. Начинается пляжный сезон, когда люди куда-то выезжают на природу. Но вот если вы видите, что кто-то что-то выбросил, не поленитесь, пожалуйста. Или подойдите, если люди эти не уехали, им сделайте замечание, чем мы занимаемся, и наши активисты. Люди, к сожалению, относятся очень плохо к своим обязанностям. Кидают мусор, кидают битое стекло на пляже, где бегают потом дети и наносят себе увечья. Это неправильно. Поэтому вот к этим людям обращаюсь. Внимательно и хорошо себя ведите. Не забывайте, что вы не одни. И можете приехать на это место через неделю, через месяц. Если вам тем более там понравилось, берегите природу. Благодарю за беседу, Иван Константинович. А я напомню, у нас в гостях был первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев. Это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.